Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова Карина. И сегодня мы погадаем с вами на пасьянсе на такую тему, что вас ждет в ближайшие 48 часов. И, как обычно, лучше всего загадывать здесь на такую тему весь пасьянс. Но если вы не доверяете, так скажем, пространству, можете загадывать цифры от 1 до 9. Символы считаются в порядке, как я их нашла. И так как символы у нас нумеруются цифрами, то да, мы можем с вами следующий символ, который нашли, использовать, даже если там собран уже другой символ. Да? И не забывайте, что пасьянс выкладывается 5 карточек в 4 ряда и совмещаются только соседние карточки путем вращения. Итак, давайте перемешаем тщательно пасьянс. Перемешаем. И начинаем выкладывать. И смотрим с вами, а какие символы совпадают. Вот смотрите, номер 1 сразу же подкова. О чем она говорит? Ну, конечно же, это большая удача, большое счастье. И если подкова совпала первой в пасьянсе, значит и весь пасьянс у нас под символом подковы, да, счастливый. Даже если выпадут негативные символы. Те, кто единичку загадал или весь пасьянс, знайте, что в ближайшие 48 часов может случиться что-то хорошее. Да? Номер 2 у нас казенный дом. То есть счастье связано, возможно, с казенным домом. Это работа, нахождение работы, прошение каких-то официальных документов в разных учреждениях. И это у вас должно увенчаться успехом. По сути, казенный дом для двойки, если вы только двойку загадали, показывает, что вы будете решать какие-то официальные дела в ближайшие 48 часов. Вот. Так, смотрим, что у нас совпадает здесь. Дальше. Нужно смотреть внимательно. Я, бывает, символы пропускаю случайно, да. Но, как говорится, бывает в жизни всякое. Бывает, человек чего-то не видит. Так, номер 3 – горн. Ну, вы знаете, горн – это такой символ, труба зовет, как я называю, да, труба зовет. Но бывает, что по нему проходят и тревожные вести. Но не забывайте, что у нас подкова есть, она смягчает любые символы, да? Даже если они негативные, как я говорила. Поэтому номер 3. Горн показывает, что да, может быть какая-то новость, сообщение, что-то вас потревожит. Вот смотрите, следующая 4, да, у нас плетень, а это какие-то, возможно, препятствия в жизни. Вот, из-за этого вас тревожит, да, что возникает, возможно, какое-то препятствие. Но я думаю, что, учитывая подкову, оно все быстро может разрешиться, да. То есть как-то решается лучше, как-то решается быстрее это все. Так, идем дальше. Смотрим, что у нас тут еще есть. Кольцо. Кольцо номер 5. Кольцо у нас показывает и подарок, и объяснение в любви, и предложение иногда руки и сердца. Ну, за 2 дня, конечно, я понимаю, что не каждому могут предложить руку и сердце. То есть, ну, это ясно и понятно. Но что-то приятное может быть, связанное с отношениями, я считаю. Кольцо – это очень хороший символ. Может человек просто как-то показать, доказать, что испытывает к вам положительные эмоции, чувства, например. И поэтому выпадает кольцо, да, что-то хорошее, светлое идет от любимого человека. Угу. Номер получается так, 1, 2, 3, 4, 6, да? 5 и 6, 6. У нас бутылка. Бутылка – это застолье. То есть, видите, вот кольцо и застолье могут показывать, что вас, например, позовут на чью-то помолвку, на чью-то свадьбу. Или пригласит любимый человек за стол.
да, то есть вот тоже вот связывайте символы. Ну, а для тех, кто просто шестерку загадал, вас могут позвать куда-то на застолье, или вы сами пойдете в кафе, в ресторан в ближайшие 48 часов. Так, смотрим дальше, что у нас тут еще есть, что у нас тут еще есть. Так, что же у нас тут еще совпадает? Давайте внимательно осмотримся. У нас пока совпало вроде как 6 символов, да? Я сейчас все внимательно посмотрю, чтобы ничего не пропустить. Так. Смотрим, 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 смотрим. Ну вот пока я не вижу. Пока я не вижу. Ага, нашла. Получается номер 7. Это символы мы считаем, я говорила в начале видео, да, в порядке, как я их обнаружила, нашла. Вот у нас, видите, номер 7. Ну, вообще, это может быть даже человек, родившийся в год кабана, да. Такое может быть. Но также это может быть неприятный человек. Какой-то, который умеет подкладывать много неприятностей. Или что-то говорит нехорошее. Но мы видим рядом подкову, да, то есть мы помним, у нас есть счастливые символы, они этого человека как-то смягчают, или вы вовремя его обнаружите, поймете, что вот он какой-то не очень хороший, да, неприятный человечек, и все равно нейтрализуете. Вот. Тем более, что и пассианс вас уже предупредил, что рядом может оказаться не очень приятный тип. Ну, кто это может быть? Ну, даже вот просто кто-то, кто что-то говорит, не всегда даже делает, а просто сам по себе человек вас не устраивает. Его общество не устраивает, человек вам не очень приятен, и все. Это может даже быть за этим застольем, да, вот за столом вы куда-то пришли, там все сидят за столом, но там не все люди вам нравятся, а кто-то очень даже не устраивает вас. Нашла еще один символ, 8. Видите, как потихоньку-то рассматриваешь, так еще находишь другие символы. Грамота. Грамота означает, что, возможно, в ближайшие 48 часов вам придет какое-то письмо. Сообщение. Может быть, вы ждали от кого-то известия, сообщения, письма, СМС, да? Или документы какие-то ждали. Так вот, вы дождетесь, и получается, уже вот у нас 8 символов я нашла. А мы обычно от 1 до 9 считаем, но вот я больше не вижу символов, поэтому, скорее всего, мы с вами считаем теперь по кругу, и 9-й символ – это тоже подкова. А подкова – это большое счастье, да, то есть 2 раза у нас подкова посчиталась. Она начала пассианса, она завершила. Я считаю, это знак, все равно, то есть все обойдется. Даже несмотря на не очень хорошие символы некоторые, все равно все обойдется. Вас высшие силы предупредили, да, и все будет отлично, все будет хорошо. Ну да, вот везде какие-то небольшие такие нюансы есть, да, что придете к застолью, не садитесь рядом с этим неприятным человеком. Весть какая-то о препятствии, ну подождите, покумекайте немножко, препятствие разрешится с помощью кольца, да, то есть или любимый человек подскажет, как решить эту проблему, или решит эту проблему, то есть видите, как все связано здесь. Ну, вот такой вот ответ для вас сегодня. Спасибо за внимание.